Вы знаете, вот если так по хронологии, то вот после Останкина, да, когда был такой момент, когда в ТАССе Лосев был генеральный директор, умер. После его смерти Лосева пригласили туда в качестве генерального директора значит, нашего зампреда Кравченко Леонид Петрович. Вот. И, естественно, за ним потянулся ряд специалистов, ну и руководителей. Туда ушел директор телецентра, туда ушел я. И там было тоже намерение открыть тоже, значит, фототелеслужбу, телефотослужбу, потому что ТАСС в основном снабжал и сейчас снабжает газеты, редакции, издательства фотографиями. Но тогда фотография была бумажная, сейчас она цифровая. Сейчас очень просто передать по каналам связи, а тогда надо было создать фотоархив. И тогда создали еще мы аппаратные, телевизионные, несколько аппаратных, чтобы снимать, монтировать и тоже распространять, ну как по образу, хотели нечто вроде типа CNN. Получается, так сказать, снабжать информацией телевизионной потребителей, так сказать, газет, журналов, там, редакций. Но тогда это не состоялось, потому что намерения были, но не состоялось. Но Леонид Петрович проработал, по-моему, года 2, там, потом пришел период Горбачева, его забрали опять в Останкино. Он стал председателем Гостелерадио. Вот. Я хорошо помню, что вот как раз в этот период Михаил Сергеевич собирался, по-моему, в Японию на переговоры. И тогда была поставлена задача сделать телемост с Японией. И не было... Это, получается, был самый первый телемост в истории телевидения нашего. Я помню, меня командировали в Токио вместе с режиссером Алексеевым, чтобы мы провели оттуда, во-первых, организовали технически все, чтобы проверить, как этот канал из токийской студии перейдет в Останкино. И провести оттуда какие-то мероприятия. Там, в частности, был концерт. То есть наши артисты туда или, да? То есть их артисты, наши артисты. То есть там же это же мероприятие было мощное. Ну и мы с Алексеем, значит, приехали туда, конечно, там несколько встреч состоялось с специалистами и творческими, и техническими. Сделали действительно пробные трансляцию из Токио в Москву. Все прошло удачно. Это было накануне как раз почти Нового года. Вернулись в Москву 31 декабря, как сейчас помню, прямо под Новый год. Но, к сожалению, там разногласия какие-то так и не позволили. Визит не состоялся генерального секретаря ЦК КПСС. Но канал этот был заложен, организован, и он дальше работал уже. Ну, то есть, получается, вы открыли новое направление, да, новые возможности, да, уже, в принципе, можно это было делать с любой точкой мира практически, которая имела технические возможности. Ну, вот это и входило тоже в обязанности, значит, организовать технологические, так сказать, и технические какие-то вот эти возможности передачи информации, трансляции, там, телевизионных, радийных. Насколько сейчас все просто? Ну, сейчас, понимаете, конечно, гораздо все упростилось, потому что появление цифровой техники, появление, во-первых, я начинал, когда черно-белое, потом перешло, так сказать, цветное, потом аналоговое перешло в цифровое. То есть уже, видите, столько эволюции такой серьезной прошла наша вся техника и технологии. И сегодня, конечно, когда я читал вот журналистам Высшей школы экономики, это было 2 года назад, мне было просто им рассказывать, потому что, во-первых, они сидели на лекции, очень многие с ноутбуками сидели, лекции записывали уже не как это. Не от руки. Да. И там учебная студия была, мне можно было им пригласить их в учебную студию. Хотя в МГУ тоже студию учебную организовали позже, там тоже есть студия учебная, где журналисты имеют возможность сделать репортаж, свой журналистский материал, записаться, так сказать, посмотреть себя. Оператор телевизионный может постоять за этой камерой, вместе с журналистом показать все, что задумано журналистом, и смонтировать. То есть сейчас, в общем, конечно, все это намного упростилось и усовершенствовалось. И техника, если раньше выезжали на съемку, допустим, с репортажной камеры, отдельно магнитофон. То есть все было отдельно, сейчас все в одном. Да, сейчас уже почему, собственно, мне приходилось
с журналистом так подробно рассказывать о том, как надо пользоваться камерой, что она себе представляет, и потом практически в студии дать им возможность себя проверить, потому что журналист зачастую сейчас уже, и он же и оператор, он же и журналист, и он же и репортер, все, да, потому что если это не круглые столы, где надо там большую технику, а когда интервью, скажем, то достаточно с помощью этой портативной репортажной техники все быстро. Кстати, когда я помню в командировке тоже за рубежом в Англии, еще тогда в свое время видел, когда у нас еще была очень такая сложная технология, там уже выезжал на съемку один автомобиль на репортажную. Водитель выполнял роль осветителя, звукооператора, если надо. Осветитель, оператор практически. И вот выезжал водитель, оператор, журналист. И все, так сказать, у нас мы вынуждены были в 2 раза больше персонала брать на съемки, более, так сказать, серьезный автомобиль там. Скажите, пожалуйста, вот у вас 2 дочери взрослые, не пошли по журналистской стезе, да, то есть не получилась династия. Чем они занимаются? Я так понимаю, у них экономическое образование, да? Экономическое? Вы имеете в виду? Дочери, то есть они не стали журналистками, то есть Ну, вы знаете, не заинтересовало нет, они не стали, телевидение? потому что я не знаю уж почему, сейчас трудно, так сказать, объяснить эту ситуацию, но вот старшая дочь, она сразу как-то приняла решение самостоятельно в МГУ, поступать только в МГУ и на экономфак, потому что мой брат тоже кончил это. Ну, может быть, это какие-то... Ну, то, что МГУ, понятно, вы учились в МГУ. Да. Вот, и, значит, журналистикой она не увлекалась. Хотя она со мной не раз была на выставке международной телевизионной, ей нравилось вот это, потому что она хорошо знала английский язык, а я его владела им очень плохо, и она даже иногда помогала мне вот на выставке пообщаться с производителями оборудования. Так она в Амстердаме ежегодно проходят вот эти международные выставки современных телевизионных и компьютерных технологий.